Эфир Абхазского телевидения продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Специалисты РЭС оперативно устранили проблемы после шторма и на вторые сутки обеспечили электроэнергией все население Гагры. Количество койко-мест в 2023 году превысило довоенные показатели. В Министерстве туризма подвели итоги прошедшего курортного сезона. 1 января будут увеличены размеры социальных пособий, выплачиваемых в Сухуми. Есть свет, но нет воды. Гагра восстанавливается после стихии. Специалисты РЭС оперативно устранили проблемы на вторые сутки, обеспечили электроэнергией все население Гагры. За счет чего удалось избежать серьезных аварий на подстанциях и электросетях, а также о том, на каком этапе восстановления подачи питьевой воды в репортаже Асиды Малия. Автоцистерна МЧС Гагры движется к многоэтажному дому в районе кемпинга, где, как и во всем городе, вторые сутки нет воды. Какую-то часть привезенной воды переливают в резервуары, установленные в подвалах самими жильцами, а кто-то второпях идет к машине со своей тарой, пластиковыми бутылками. Спасатели МЧС привозят воду из Ольгинского источника. По словам начальника штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Давида Агарба, для обеспечения горожан водой задействовано 4 спецмашины. Чтобы обеспечить жителей одного подъезда многоэтажного дома, машины совершают по 2-3 рейса в течение суток. А таких многоэтажных домов в Гагре десятки. В это время затопленную насосную станцию ремонтируют. Засыпанные песком агрегаторы расчистили. Теперь они на стадии просушивания. На насосной станции, которую затопило, были вытащены насосы, промыли их после подтопления соленой водой, и они в данный момент сушатся. Постоянно проверяют на влажность. Как высушим моторы, мы будем их собирать и подключать. Ориентировочно в пятницу мы попробуем запустить их. Посмотрим, очень надеемся, что все будет нормально. Также там была повреждена высоковольтная линия, которая снабжает насосную станцию электроэнергией. Она тоже восстанавливается, сегодня к вечеру ее восстановят. То есть к пятнице я планирую, что вода пойдет в городе. О ситуации с подачей электроэнергии можно говорить в позитивном ключе. Если в первые сутки после стихии был обесточен весь центр, на второй день энергетики устранили неполадки. Были подтоплены практически все подстанции, находящиеся в зоне досягаемости волн. Однако ни один из трансформаторов, находящихся на территории Гагры, не вышел из строя. Но главной проблемой стал выход из строя высоковольтной линии, из-за чего пришлось отключать 4 высоковольтных фидера. Вчера вечером уже заметно было. Ветер до такой степени поднялось, море начало штормить. Все наши работники, все дежурили на работе. Я дал команду всем дежурным по подстанциям, если в случае чего сильный ветер, отключите все подстанции, все фидера, которые выходят. Но мы созванивались, мы все на работе были, мы готовы были. Вот что можно было отключить, сразу отключили. Но где сильно затопило, нам очень помогло. Мы вовремя смогли почистить вот эти трассы, деревья, вот эта очистка. Вот что мы сделали, очень сильно помогло нам. Если чистки не было бы, такой ветер был, я не знаю, что здесь было. Нужно отметить, что энергетики, прежде чем подать электричество, осушили подстанции, конечно же, подвалы многоэтажных домов. По Гагрскому району работают всего 5 бригад энергетиков. Благодаря их скоординированной работе удалось избежать аварийных отключений и обеспечить горожан электричеством уже на второй день. Единственный объект, который сейчас отключен от подачи электричества, это Амза-парк-отель. До сих пор без электричества мы просто откинули его, Там до сих пор они не убрали, затоплено. Вот когда мы ждем их команды, это их территория, когда они почистят, когда они скажут включите, мы включим. Стихия в основном затронула прибрежье центральной части. Повсеместно ведутся работы по расчистке от мусора и песка. Полуразрушенные объекты на фоне спокойного моря рисуют нелогичную картину. Море вернулось в свои берега, оставив за собой много проблем и забот, которые, к счастью, решаемы. Асида Малия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Около 1 300 000 человек посетили Абхазию в нынешнем году. В Министерстве туризма подвели итоги прошедшего курортного сезона. Как всегда, самыми востребованными местами посещения остаются Новофонская пещера и Рицинский национальный парк. О прогнозах на новогодний отдых, новых экскурсионных маршрутах, борьбе с гидами-нелегалами, аттестации экскурсоводов и развитии туризма в восточной части Абхазии в репортаже Гугоцы Вардания. За 2023 год Абхазию посетили более 1 миллиона человек. В объектах размещения отдохнули порядка 300 000. Количество участников экскурсий, согласно проданным билетам, составило почти 940 000 человек. Наиболее востребованными маршрутами у приезжающих гостей из России стали Золотое кольцо Абхазии и термальный источник. Самыми популярными местами посещения по-прежнему остаются Новофонская пещера и Рицинский национальный реликтовый парк. Рицинский реликтовый национальный парк посетило на сегодняшнее число, то есть 28.11.23, 572 737 человек. Новофонскую пещеру имени Гивисмыр посетило 385 000 человек. С 1 января по 1 ноября объем налоговых платежей в сфере туризма составил 942,8 миллионов рублей, в том числе от деятельности юридических лиц 633,3 миллиона рублей, ИП и частного сектора 109,5 миллионов рублей. Анализируя показатели прошлого года, в 2023 году увеличилась собираемость налогов и стало больше объектов размещения. Мы превысили показатели времен Советского Союза. В Советском Союзе в Республике Абхазия было около 44 000 койко-мест. На сегодняшний день у нас в республике 46 970 койко-места. И количество объектов размещения составляет 1052 объекта на сегодняшний день. В этом году в Сухумский порт начал курсировать круизный лайнер «Князь Владимир». Он привез в республику 1300 человек. Хорошие показатели и у Абхазской железной дороги. В данный момент идет подготовка к новогодним праздникам. Ежегодно на новогодние каникулы сюда приезжают отдыхать семьями. На новогодние праздники предстоящие бронь составляет до 60% на данный момент. Я думаю, ближе к праздникам бронь она увеличилась, потому что сегодня бронирование у нас сократилось. Если раньше глубина бронирования составляла до 2 недель, там больше месяца, то на данный период люди бронируют от 3 до 5 дней предстоящий свой отдых. Прошедший туристический сезон, согласно данным, полученным от МЧС, в Абхазии было зарегистрировано 20 несчастных случаев с иностранными гражданами, прибывшими в республику на отдых. Это несчастный случай. Потерялся в лесу, погибло около 4 человек. Да, 4 да, но вы знаете, что в этом году министерством был издан приказ на территории Рицинского реликтового парка. По следованию туристического экскурсионного маршрута была запрещена остановка, так называемая, в каменном мешке, из-за того, что там происходили камнепады и даже закончилось все летальным случаем. Абхазия активно развивает такие направления, как деловой, лечебно-оздоровительный, экологический, гастрономический, сельский и религиозно-паломнический туризм. Свое становление и развитие получает такое новое явление, как автокемпинг и глэмпинг. В 2022 году состоялось открытие первого официально зарегистрированного глэмпинга, расположенного в Сухумском районе. Идет активное строительство новых отелей в различных городах Абхазии, в том числе и в тех, где в советское время туризм не был развит. Так, в этом году было введено в эксплуатацию 13 новых комфортабельных объектов размещения, общей вместимостью порядка 4500 койко-мест. Также Абхазия налаживает сотрудничество в сфере туризма с Республикой Беларусь и Башкортостаном. К примеру, совместно с башкирскими туроператорами была организована программа «Башкиро-Абхазское долголетие». Его основные цели – улучшение психоэмоционального состояния людей старшего поколения, поддержание их здоровья, а также укрепление связей. Совместно с абхазскими партнерами башкирские туроператоры разработали тур на 4 ночи и 5 дней. Программа включает в
в себя проживание, питание и страховку. И обойдется участникам примерно в 30 тысяч рублей. Впервые по программе приехали 46 человек из Башкортостана. Пошла целенаправленная работа с большими регионами Российской Федерации, с республиками автономными, и уже более детально с туризмом, с культурой прорабатываются пошагово темы, по которым мы можем сотрудничать. Все больше туристов посещают Восточную Абхазию. За последние 3 года здесь открыты крупные туристические объекты – Тамыш-Вилладж и Черноморская жемчужина. В последнее время в республике российские съемочные группы снимают передачи, посвященные живописным и историческим уголкам нашей страны. Министерством туризма республики ежегодно проводится аттестация экскурсоводов, гидов-перевозчиков и инструкторов по туризму. Выдается соответствующее разрешение на ведение экскурсионной деятельности согласно квалификации. В 2023 году количество аттестованных экскурсоводов составило 460 человек. С января по октябрь 2023 года отделом контроля за осуществлением туристской деятельности и координационной работы Минтуризма совместно с сотрудниками правоохранительных органов выявлено 36 гидов-нелегалов. Только 5 из них оплатили штраф в бюджет Абхазии за введение экскурсионной деятельности без разрешительных документов. Проверки на наличие экскурсионных путевок единого образца и нагрудного знака бейджа, выданного согласно реестру Минтуризма, проводились на территории Новоафонского монастыря, на въезде в Рицинский реликтовый национальный парк, в Сухумском ботаническом саду, на нескольких постах ГАИ по республиканской трассе. Гугут Савардания, Раму Камки, Абхазское телевидение. Увеличенные размеры социальных пособий, выплачиваемых в Сухуми. С 1 января многодетные семьи будут получать от 1000 до 2000 рублей за каждого ребенка в зависимости от количества детей в семье. Такое решение принято на заседании городского собрания. Депутаты также приняли в первом чтении бюджет Сухума на следующий год. Ожидается, что доходы столичного бюджета вырастут на 220 миллионов рублей. Шазина Ханагуа расскажет детали. На повестке очередного заседания Сухумского городского собрания 6 вопросов. Первым депутаты рассмотрели постановление об установлении тарифов на услуги арендной платы за 1 квадратный метр, оказываемые управлением здравоохранения. Устанавливаем тариф не менее 500 рублей. Это тариф означает, что более он быть может. Если в дальнейшем есть информация, что в дальнейшем возможны постановления Кабинета министров, которые будут касаться всей муниципальной и государственной собственности находящего имущества, как его нужно сдавать в аренду и какие-то формулы будут предложены. И, соответственно, если такой документ появится, уже будем работать в рамках этого документа. Проект постановления правительства о новых ставках арендных платежей вне зависимости от форм собственности уже готов. Документ прошел согласование Кабинета министров и в настоящий момент находится в администрации президента. В ближайшее время проект будет вынесен на заседание правительства. Вопрос был вынесен на голосование и принят единогласно. Это касается всего гостиниц, не гостиниц, магазинов, медучреждений и так далее. То есть там расписаны формулы, как рассчитываться, как оцениваться, какие должны быть ставки. Это абсолютно новый документ и новый подход. Разработал государственное имущество, и уже месяца 3, он входит согласования, большие, длинные и так далее. Вторым вопросом депутаты рассмотрели изменение решения о ставках сборов за право торговли для физических лиц, занимающихся розничной торговлей и организацией общественного питания. Предложено повысить существующие ставки с 600 до 1000 рублей. Оптовая торговля была 1200 рублей, в предлагаемом варианте было 2400, остановились на 2000 рублях. Для юридических лиц, занимающихся розничной торговлей и организацией общественного питания с площадью торгового зала до 50 квадратных метров было 1200 рублей. В предлагаемом варианте было 2400, остановились на 2000.
Также для юридических лиц, занимающихся розничной торговлей, организацией общественного питания с площадью торгового зала более 50 квадратных метров было 2400, в предлагаемом варианте было 4800, остановились на 5000. И для юридических лиц, занимающихся оптовой торговлей, было 3000 рублей, в предлагаемом варианте было 12 тысяч, остановились на 9000. Эти ставки годовые. По мнению председателя собрания Дмитрия Осия, комиссией проделана большая работа. Ими учтены интересы исполнительной власти и граждан. Мы пошли на то, чтобы все-таки для сезонных предпринимателей сделать определенные льготы, потому что они работают только в сезон. Круглый год у них работы нету, потому для сезонных предпринимателей они будут платить только за полгода или 50% от годового сбора. Следующим вопросом депутаты рассмотрели проект бюджета города Сухум на 2024 год. В следующем году прогнозируется увеличение доходов на 220 миллионов рублей. Это обусловлено ростом поступления от налога на прибыль, подоходного налога и налога на имущество, а также проведением мероприятий, направленных на мобилизацию доходов, повышение уровня администрирования и увеличение собираемости платежей. Сразу скажу, что перспектива увеличения на следующий год такая, наверное, есть. Несмотря на то, что мы в этом году пересматривали бюджет по расходной части в сторону увеличения на 183 миллиона. Да? Это вообще серьезный такой показатель. Да? И слава богу, что все пока так идет, как мы планируем. Вот. Поэтому львиная доля, понятно, это заработные платы всех муниципальных учреждений наших, муниципальных служащих, так скажем. Кстати, аппарат в том числе, городского собрания. Мы в этом году поднимаем, я считаю, что это существенный вопрос, и он стоит его озвучить. Мы поднимаем так называемый официальный оклад на 100%. То, что было раньше в качестве помощи, да, там, премиальных, так. Сейчас это будет уже официальный оклад. Плюс ко всему мы еще предусматриваем, пока на этом этапе, 30% поощрения. Самая минимальная зарплата технички или техперсонала, которые были, они уже начинаются от 10 тысяч рублей и выше. Выражается это в суммах 120 миллионов рублей, накладывает на нас бюджет. Но это исключает тех служащих, которые получают российскую доплату. Беслан Эшба рассказал о планах на 2024 год. Мэр Сухума подчеркнул, что основное внимание будет уделено образованию. Имеется в виду провести ремонтно-восстановительные работы в детских садах, в школах. Но опять же, чтобы никто не думал, что мы там десятки миллионов сможем на это. Но посмотрим такие существенные вещи, которые сможет увеличить количество учащихся, да, там, где школы перегружены. 11. Эту хотим отремонтировать, что будет перераспределение учащихся, да, привести в порядок немножко 15 в новом районе, и так далее. Сейчас детские сады в ужасном состоянии. Депутаты выступили с предложениями. К сожалению, сумма на молодежные мероприятия в этом году не выросла, она была в тех же пределах, что и в прошлом году. Но в этих двух сферах есть одна большая проблема – это отсутствие личного автотранспорта, который у них уже сломан на протяжении последних 5 лет. И нами было внесено некое предложение на приобретение автотранспорта именно для физической культуры и спорта, что сократит расходы на аренду иных транспортных видов. На протяжении уже многих лет классное руководство, как было, 800 рублей по доходности, 820 рублей. То есть какой-то должен быть стимул у классного руководителя. Это огромный труд, объемный труд. Если возможно, хотя бы до 1000. Я даже стесняюсь об этом говорить. Очень большая просьба от первой поликлиники, которая находится на Эшпе. Да, там, конечно, еще раз говорю, проблем много, но у них они обслуживают очень большое количество населения лежачих, да, плюс ко всему на какие-то выезды выезжают. Я думаю, скоро, конечно, быть речь не может, но хотя бы какой-то минивэн. Нужна хорошая, большая помощь города, чтобы привести в порядок подвалы. Даже, да. Тем более у нас еще недавно, знаете, такая ситуация была неблагоприятная в отношении защиты нашей страны. И этот вопрос поднимался по поводу бомбоубежищ и всего тому подобное. Рассматривать этот момент тоже как-то нужно, чтобы в домах люди могли спуститься в секционных домах, и внизу их подвалы были облагорожены в таком плане, чтобы они могли там скрыться.
Депутаты Сухумского горсобрания установили новые размеры социальных пособий с 1 января 2024 года. Из бюджета города будут выплачивать одиноким матерям за одного ребенка 2000 рублей, многодетным семьям с 3 детьми 1000 рублей за каждого ребенка, с 4 по 1500 рублей, с 5 и более по 2000 рублей, круглым сиротам 3000 рублей в месяц, пособие по уходу за ребенком-инвалидом с детства до 16 лет 3000 рублей, пособие по уходу за инвалидом с детства первой группы до 3000 рублей, пособие при рождении ребенка 10 тысяч рублей. Также депутаты Сухумского городского собрания дали разрешение на установление мемориальной доски на доме по улице Лакоба, 103, где жил заслуженный тренер СССР по легкой атлетике, заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазской АССР Акоп Керселян. Шазина Ханагуа, Тимур Гугохия, Нарсоуцулукия, Абхазское телевидение. МВД Абхазии проводит мероприятия по недопущению и выявлению фактов самовольной вырубки хвойных деревьев и их незаконной реализации. Об этом в материале пресс-службы МВД. Сотрудники органов внутренних дел проводят комплексные мероприятия, направленные на недопущение выявления фактов самовольной вырубки хвойных деревьев и их незаконной реализации. Буквально с конца ноября лесные браконьеры с целью личной наживы уничтожают молодые насаждения пихты и ели, представляющих природоохранную ценность республики. Уважаемые граждане Республики Абхазия, просим вас обратить внимание на то, что в преддверии новогодних праздников учащаются случаи незаконной порубки хвойных деревьев породы пихта, в связи с чем сотрудниками органов внутренних дел по Гагарскому району на данный период времени проводятся ежедневные профилактические мероприятия, направленные на пресечение преступлений, связанных с незаконной порубкой хвойных деревьев. На 29 ноября 2023 года в лесном массиве горы Мамзыч Гагарского района сотрудниками милиции выявлено 3 факта противоправных деяний данного характера. Материал по факту незаконной вырубки хвойных деревьев в отношении нарушителей, а это житель города Сухумчхиидзе Гембер Гивевич, проживающий в городе Гудаута Цвей Бадами Валикович и житель села Лыхных Халваш Аляс Нуревич, направлен в орган предварительного расследования. 64 уничтоженных дерева ценной породы складированы в Гагарском УВД, автомобили поставлены на штрафстоянку. Кроме того, по дороге на гору Мамзычка выставлен контрольно-пропускной пункт, на котором несут круглосуточное дежурство сотрудники управления внутренних дел по Гагарскому району совместно с инспекторами, экологами и лесниками Гагарского района для предотвращения незаконной порубки хвойных деревьев. Контрольно-пропускной пункт работает круглосуточно. Сотрудники милиции ведут учет и проверку въезжающего транспорта, проводят предупредительно-профилактические беседы с целью недопущения вырубки хвойных деревьев. За незаконную порубку растений, представляющих природоохранную ценность, законодательством Республики Абхазия предусмотрена уголовная ответственность. Также необходимо отметить, что в 2022 году сотрудниками управления внутренних дел по Гагарскому району за незаконную порубку хвойных деревьев породы пихта были задержаны граждане Республики Абхазия, в связи с чем по данным фактам следственным отделом управления внутренних дел по Гагарскому району было возбуждено 4 уголовных дела по статье 257 Уголовного кодекса Республики Абхазия в отношении 9 граждан Республики Абхазия, которые совершали преступления группой лиц по предварительному сговору. В общей сложности нашими гражданами было незаконно порублено более 300 хвойных деревьев породы пихта. Действиями нарушителей лесному фонду был причинен ущерб в крупном размере. По указанию министра внутренних дел Роберта Кьют с целью пресечения фактов самовольной вырубки хвойных деревьев в Государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации сотрудники районных подразделений МВД Абхазии в декабре текущего года проведут серию специальных рейдовых выездов по всей территории республики. Лица, занимающиеся заготовкой и торговлей хвойными деревьями без соответствующих документов, будут привлекаться к ответственности. Также сообщаем, что на территории Республики Абхазия запрещена продажа срезанных хвойных деревьев породы пихта. В случае выявления подобных фактов лица, осуществляющие продажу срезанных хвойных деревьев, будут подвергнуты административному штрафу с конфискацией срезанных деревьев. За данное деяние, а именно незаконную порубку хвойных деревьев породы пихта, наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Победителем режиссерской лаборатории «Сандро» стал эскиз «Пастух Махас» постановки Олеси Невмержицкой. Его отобрали по итогам зрительского голосования и оценок экспертного совета. В Росдраме завершила работу режиссерская лаборатория «Сандро» по произведениям всемирно известного писателя, поэта, философа Фазиля Искандера. Для участия в театральном эксперименте в Русский театр были приглашены 3 российских режиссера. Они должны были за 3 дня вместе с актерами Росдрама поставить спектакль. Полноценный спектакль «Пастух Махас», поставленный на основе эскиза, создадут в 2024 году. 30 ноября в Абхазской государственной филармонии состоится гала-концерт «Созвездие талантов» с участием лауреатов мероприятий, проведенных Республиканским центром народного творчества имени Кортуа в этом году. Начало концерта в 18 часов. А 1 декабря абхазский зритель познакомится с музыкой Мурата Кабардокова, молодого успешного автора, победителя конкурса композиторов «Партитура», народного артиста Кабардино-Балкарской республики, заслуженного деятеля искусства Адыгеи. Совместно с Кабардоковым выступит клевер-квартет из Санкт-Петербурга. Музыканты записали десятки альбомов и саундтреков к различным фильмам и спектаклям. Являются лауреатами международных конкурсов. Представляла Россию в прошлом году на престижном фестивале струнных квартетов во Франции. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, 30 ноября на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь и гроза. В предгорьях дождь со снегом, в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем плюс 7-12 градусов. Температура морской воды плюс 15 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.